Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто скоро сделает вам предложение? И какого рода будет это предложение? Загадайте, пожалуйста, на себя. Загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим. Так и спросите, кто сделает мне предложение? Какого рода я получу предложение и свой срок, пожалуйста. Загадывайте. Я же попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, вы все разные, отсыпочка у нас общая. Здесь очень-очень много предложений вышло. Не забывайте, что отсыпка общая, чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, здесь предложение, которого вы очень-очень-очень долго ждали. Здесь мужчина предлагает вам чашу. У одних отыграется мужчина, который нравится, который симпатичен, наконец-таки пригласит, позовет вас на свидание. Причем не просто свидание, а свидание с продолжением. Давайте так, с продолжением. У других отыграется мужчина, с кем вы давно вместе, заговорит о каких-то серьезных вещах, будет предлагать вам серьезные вещи, такие как, например, съехаться, завести ребенка, опять же, оформить ваши отношения. Вот в таком ключе. Понятно, что вы все разные, у каждого своя ситуация. Но тот, кто вам нравится, тот, кто в вашей голове, в вашем сердце предлагает вам чашу. Понимаете? Это не просто пошли на свидание. Это то, чего вы ждали от любимого, либо симпатичного вам человека. Да? Ваши мечты, ваши желания, они исполняются, да? Ваши ожидания не исполняются. Здесь вы будете безумно рады, безумно счастливы. У вас над головой просто эти фейерверки взрываются. Не представляете ваше состояние? Замечательно. Мужчина, тот, кто нравится, тот, кого вы любите, вас очень сильно порадует своими хорошими, продуманными, умными предложениями, достойными предложениями. Так, слева. Смотрите на эту птицу. Здесь у нас птица, которая громко кричит, но толку от нее практически нет. Это какой-то петух, крикливый петух, а толку от него? Знаете, человек, который морочит голову, человек, у которого 100 пятниц на неделе, мужчина, который не отвечает за свои поступки и слова. Это может касаться как и личной жизни, так и каких-то профессиональных моментов. Человек много говорит, много о себе заявляет, много на себя берет, а по факту результата ноль, да, результативность она никакая, просто минусовая даже возможно. Этот человек вас очень сильно разозлит, и с этим человеком вы еще и что-то сделаете. Мне вообще идет, что вы этого петуха, видите, ногой прям в мягкое место бьете и говорите: лети отсюда, лети, сгинь, просто пропади, уйди из моей жизни, хватит мне голову морочить. Как пинок такой даете. Пинок. Видите как, терпение ваше тоже не безгранично. Видно, этот человек уже не один раз так себя вел, так поступал. И вы прям пинаете. Со всей силы, со всей злости вы его пинаете. Потому что действительно задолбал. Кстати, еще по таким птицам отыгрываются очень дотошные, надоедливые и оборзевшие люди, которые, например, от вас чего-то хотят.
да, вот прям ходит и долбет. В общем, дадите вы волшебный пинок, который исцелит этого человека, и он перестанет быть таким дотошным, вредным, либо научится отвечать за свои обещания и слова. Так, с правой стороны предложение помощи вам подступит. Вам будут делать предложение, вам помочь. Опять же, вы все разные. Помочь в чем-то, с чем-то, материально, какую-то услугу вам, возможно, оказать, просто содействие, физически помочь. Вам два человека предлагают помощь с правой стороны. Люди знакомые, либо даже родственники. На самом деле вы никого не хотите пригружать своими там проблемами. Вы человек очень скромный, вы привыкли все делать сами, но в данном конкретном случае здесь рекомендуется, да, вам рекомендуется воспользоваться этой помощью, этим предложением. Не для того, чтобы вам, например, легче стало, хотя не без этого, а для того, чтобы этих хороших людей не обидеть. Понимаете, люди действительно от сердца хотят вам помочь. А когда вы отказываете, получается, вы их от себя отодвигаете, тем самым обижаете. Соглашайтесь. Вам это будет хорошо, полезно. И с этими людьми у вас, опять же, контакт, он как усилится, получается, да, усилится, выйдет на новый уровень. Кем бы вам ни приходились эти люди, не отказывайтесь. Это важно. Девушки, женщины, кто у меня поедет на отдых? Кто будет отдыхать? Кто, может быть, уже отдыхает? К вам здесь такой мачо-мен пристанет. Будет предлагать вам все и сразу. Ну, вплоть до того, что все, вот мы с тобой женимся. Мужчина, конечно, интересный, симпатичный, но не советую. У него 100 пятниц на неделе, и он очень ловко умеет манипулировать людьми, играть словами. И такой, знаете, мертвого уговорит. Ну, талант. Просто у него к этому талант. Будьте с ним поосторожнее, смотрите, там, не влюбитесь в него, иначе сердечко болеть будет. Этот человек не создан для отношений, он создан, не знаю, там, провести время вместе, там, повеселиться, пойти в отрыв. И если вы настроены на такие встречи, если вы чувствуете, что вам это нужно, немножко кровь разогнать, понимаете, там, для здоровья, просто давно не веселились, тогда да. Но себя тоже иногда останавливайте, потому что человек может и что-то запрещенное даже вам предложить с очень смутными последствиями. Поэтому, конечно, решать вам, но будьте начеку и слепо не доверяйте этому человеку. Да, сладенький, да, симпатичный, да, умеет быть приятным, но, девчонки, здравый смысл должен быть с вами вот прям повсеместно. Это такая подсказочка идет. Так, еще какая-то знакомая женщина, знакомый мужчина, может быть, кто-то вам будет подсовывать своего знакомого. Ну, вот из серии «Хочешь, я тебя познакомлю?» Очень хороший человек, будут там рекламировать, рассказывать, какой там идеальный, ну, со всеми вытекающими. Вам человек, может быть, там фотографию покажет, да, может быть, не совсем понравится, либо вы там засомневаетесь, вы не хотите таких видов, форм знакомств. Ну, как-то это прям совсем бабушкин метод. Песок говорит, что человек хороший, песок говорит, что человек достойный, а кто-то из вас именно таким способом встретит своего будущего мужа, свою любовь и судьбу. Вот, так что прежде чем что-то отрицать, ну, дайте шанс, попробуйте хотя бы. Вас же никто не заставляет сразу с этим человеком, не знаю, там, делить кровать, либо в ЗАГС идти, правильно? Никто не заставляет. Просто дайте шанс, познакомьтесь. Ну, посмотрите, что не ваше, пойдете своей дорогой. А вдруг это он, а вдруг это ваша судьба? Мне идет, что человек просто шикарный, достойнейший, прекраснейший. Человек, который произведет на вас неизгладимое впечатление. Он просто вот очарует вас, очарует. И прям сразу к нему и потянетесь, а он потянется к вам. Ну, если предлагают, идите и знакомьтесь. Ну, вот не морочьте голову, правда, а вдруг это ваша судьба. Понятно, что отсыпка общая, но тем не менее, дайте шанс. Еще вижу человека, который вам предлагает какую-то услугу с бешеной скидкой. Ну, то есть, ну, буквально даром.
не соглашайтесь. Это услуга, медвежья услуга. Понимаете, последствия будут просто непредсказуемые. Оно вам надо? Поймите, что хорошие вещи, качественные услуги, они не могут быть дешевыми. Не могут. Это априори невозможно. То, что вам предлагают, это не развод. Это просто человек либо руку набивает, да, ну типа проба пера, только научился, и вот он пытается там натренироваться, да, берет такие небольшие смешные деньги. Ну, либо человек, в принципе, не умеет делать то, что он заявляет, и думает, типа в интернете посмотрел, да, вдруг получится. Может быть, очень некачественные материалы. Ну, в общем, не рискуйте, пожалуйста. Нет. И опять же, перед тем, как соглашаться на какие-то услуги, отзывы, конкретно, вот чтобы вам показали вот живого человека, которому такую услугу оказали. И чтобы вам этот человек сказал, что да, все хорошо, либо нет, посмотри на меня и беги отсюда. Ну, кроме шуток, явно здесь какая-то замануха, которая еще потом вам в копеечку встанет, да, чтобы все это исправить. И плюс, опять же, эмоции, нервы, переживания. Ну зачем вам это? Ни к чему. Лучше не соглашайтесь. Ну, либо 100 раз подумайте. Муж жене предлагает какой-то вариант. Муж жене. Вариант связан, ну, либо с совместной жизнью, либо с какими-то бытовыми вопросами, либо с детьми. Девчонки, предложение будет очень хорошим. Возможно, следует его послушать, согласиться с ним в конце концов. Бывший мужчина, либо мужчина, с кем вы очень сильно поссорились и уже считаете его бывшим, такая, типа, я к нему никогда не вернусь, все, точка, будет вам предлагать восстановить отношения. Сначала он это делает как-то странно, типа, ну, не очень хочется. Потом он начинает быть более настойчивый. И все заканчивается тем, что он вас умоляет и говорит, не рушь наши отношения, не разбивай наши сердца. Да, давай будем вместе. Ну, прям смешно будет. Я вижу, что вы торжествуете, я вижу, что вы ликуете. Вот, а он вот перед вами, ну, как будто и на коленях отыграется, да, просит, чтобы вы все-таки согласились. Но здесь как три попытки, да. Первая попытка, он такой, типа, ну что там, да, ты там осознала свои ошибки. Второе, ну давай помиримся. И третье, он вас уже прям умоляет. Ну, девчонки, да, ваша возьмет, и вы будете принимать решение. Все будет зависеть от вас. Но вижу, что вы его любите, хоть он вас и бесит периодически, и борит вам нервы, но все равно вы его любите. Вижу, что вы согласитесь. Видите этого ангела, который крылья расставил над вашей парой? Вы друг другу по судьбе. Вы друг другу по судьбе. Вы судьбой повязанные люди. Вам друг от друга никуда не деться. Ничего, придет, помиритесь, все у вас будет замечательно. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.